Есть небольшой музей частный. Да, ну, после распада Советского Союза, даже еще вот в 1989 году, стала, ну, как бы, политика такая, или как, я не знаю, в общем, стали организовываться, создаваться национальные общества. Очень было развито национальное движение. И стали создаваться общества национальные. И одним из первых обществ было создано общество крымчаков. Было создано армянское общество и было создано общество крымчаков. Это какой год? Это было 1989 год. Был создан первый съезд крымчаков, на котором присутствовало около 300 крымчаков. И было создано, да, тогда еще было, ну, как бы, количество крымчаков намного было больше, чем уже после распада Советского Союза, ну, после 90-х годов, скажем. Потому что в 90-е годы произошла еще это самое, репатриация, да, крымчаков, как иудеев, да, разрешили репатрировать в Израиль. Поэтому большая часть крымчаков уехала из Крыма. Это в Израиль, это и в Соединенные Штаты, это и Германия большая part. Поэтому сейчас в Израиле находится больше крымчаков, чем здесь в Крыму. Большая очень диаспора, ну не очень большая, но есть диаспора Соединенных Штатов, в Лос-Анджелесе, да, Борис Николаевич? Но это партия крымчаков, которая уехала еще после Первой мировой войны. Здорово, вопрос по ходу. Вот из них, наверное, есть много людей, которые знают сегодня язык. Знают. Ну, насчет языка я не знаю, но вот к нам недавно приезжал человек, крымчак, вот Борис Николаевич его тоже знает, Борохов, Давид, или не помню, как его зовут, Яков Захарович, вот, который репатрировал в Соединенные Штаты, в Лос-Анджелес еще после Первой мировой. Вернее, не он сам, а его родители. Он нашего поколения. Будучи полковником. Да, а его родители. 20-е годы, еще после Первой мировой войны. Он очень много знает о крымчаках. У него большая история, он сам историк, по-моему, да. Ну, Борис Николаевич, может, больше о нем расскажет. Он к нам приезжал, очень много рассказывал о себе. Вот. Поэтому вот общество, об обществе, да. Вот стало развиваться общество. Первым председателем общества был вот родной брат Аркадия Михайловича, Борис Михайлович Ашкенази. Он был первым председателем общества. Вот. Очень много им было, ну, как бы, очень много им было создано, очень много проблем было решалось, тогда проблемы другие были немножко, не такие, как сейчас были проблемы. Очень много активистов было в то время. Вот. Потом, ну, к сожалению, он очень рано ушел из жизни. Председателем был Давид Ильриби. Вот. Ну, он как бы работал в своей сфере, так как он был педагог, языковед. Поэтому он больше работал в своей сфере. Он создана школа дедушки и внуков. Тогда детей было много, тогда крымчаки как бы более активно, очень много знали о своем народе. Своих детей приводили в общество и старались учить их, старались их как-то привить в культуру крымчаков. Поэтому вот такое направление шло, это жизнь общества. Вот музей вы собрали, этот музей, он как бы частный? Или нет, он наш народный. Под охраной государства? Нет, он под охраной нашего... Там нет штатной единицы? Нет, у нас нет ни штатных единиц, ничего. Вообще в обществе нет штатных. Мы работаем на общественных началах. И это здание частное? Нет, здание или это выделило государство? Да, это выделило, ну вот, как по истории, якобы это здание принадлежало крымчакам в 20-е годы. То ли хотели, ну, другая немножко версия, вроде бы, ну, другое здание, где суд, да, где-то на Караимской, где-то здание принадлежало крымчакам. Но так как не могли вернуть это здание, то взамен дали вот это здание. Но оно было в ужасном состоянии, разбитое, вот все. И в 2002 году, значит, председателем был Ламроза Виктор Михайлович, к сожалению, тоже очень рано ушедший из жизни. И вот поставили Юрия Михайловича Курина. Вот. И в это время уже общество стало развиваться в другом направлении. Вот это здание стало приводить в порядок, было создано общество, было отремонтировано. И возникло, вот еще Игорь Ашкенази был жив тоже рано. В общем, все у нас очень рано поуходили из жизни. Игорь Ашкенази, он был историком, был археологом. В общем, он тоже очень много знал о крымчаках, об истории. Вот ни одна книга вышла в его издании. И возникла проблема о том, чтобы создать национальный музей крымчаков. Да. Вот.
И стали, очень много материалов было о Борисе Ашкеназе, очень материалов много было у Игоря Ашкеназе. И вот так по крупицам мы стали собирать этот музей. Да. У нас был выигран грант на учебник по крымчакам, потом были выделены по гранту небольшие деньги у нас. Вот. И мы послали Игоря в Питер, ну тогда еще был Ленинград, для того, чтобы он мог скопировать или сканировать, ну тогда не знаю, в общем, собрал и привез много материала о крымчаках. То, что в 1968 году вот Исааковская Кая было передано по акту передачи, было передано вот в этнографический музей Елисеем Кая. Ну, сын, да, Исаак Кая, да. Было Пейсаком по акту передачи было передано очень большой архивный материал в этнографический музей. До сих пор этот материал не возвращен, он там так и остался, раньше мотивировали. В том числе рукописный какой-то материал? Ну, там был и рукописный материал, и в том числе вот это переписные листы, там и фотографии, там и исторические записи писем, и большие исторические материалы там. И вот до сих пор это раньше мотивировал тем, что у нас после распада Советского Союза и передачи нас в Украину, это две разные страны, поэтому нам не передавали. Теперь мы уже перешли в Россию, мы опять этим занимаемся. Мы подключили там архивариуса, как он называется, с Москвы. Вот, он работает над этой темой. Ну, опять это же стало очень платная работа. Да. И теперь, значит, мы написали письмо, вот Бальбек у нас теперь стал депутатом Государственной Думы. Мы на его имя написали об этом письмо. Он это письмо со своей стороны тоже написал туда в музей. Вот он нам прислал, что письмо туда выслали. Вот. И пока что ответа еще нет. Как оно дальше будет продвигаться? Вот вопросы... Вы там поставили вопрос, каким образом в письме?